Начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами собрались на заседание Республиканского методического объединения учителей физики. Сегодняшняя наша тема звучит следующим образом. Это подготовка к ЕГЭ по учебному предмету физика. На повестке сегодняшнего заседания у нас будет 3 выступления. Первое выступление — это методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету физика. Данную тему вам представит Волкова Анжелика Васильевна, старший методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности ГОУ ДПО КРИРО. По второй теме — информационная платформа «Навигатор ГИА». Представлю вам информационный материал. Председатель Республиканского методического объединения учителей физики Кирпичева Ольга Анатольевна. И по третьей теме — подготовка к экзамену по физике в 2020-2021 учебном году. Опыт работы представит вам Рубцова Светлана Валерьевна, учитель физики, МАУ СОЖ номер 18 города Сыктывкара. Предлагаю с вами начать наше заседание. Передаю слово Анжелике Васильевне. Спасибо, Светлана Анатольевна. Ну что, уважаемые коллеги, давайте мы с вами посмотрим, с какими результатами мы пришли, какие результаты мы получили по единому государственному экзамену по предмету физика. И первый... Значит, и первое, на чем хотелось остановиться, это характеристика участников ЕГЭ по физике. Обратите внимание, здесь представлена таблица в сравнении за 3 года, то есть это 2018, 2019 и 2020 учебный год. И мы с вами видим, что количество участников ЕГЭ по физике у нас уменьшилось и уменьшается на протяжении 3 последних лет. Следующий. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по физике. Тоже смотрим, да, что за 3 года, за 2018, 2019 и 2020 год, количество девушек, которые участвуют в экзамене, у нас увеличилось, количество юношей немножечко уменьшилось. Однако мы видим, что юноши у нас более активно выбирают предмет физика. Давайте теперь посмотрим на количество участников ЕГЭ в регионе по категориям. Всего участников ЕГЭ по физике у нас 978 человек, из них выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования, это 931 человек, выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, 3 человека, выпускники прошлых лет, 44 человека и участники с ограниченными возможностями здоровья, 6 человек. Какие же основные УМК по предмету, которые использовались в образовательном учреждении в 2019-2020 году? Значит, 83% выбирают УМК Мякишев-Буховцев, далее 10% Касьянов, и по 5% у нас идут УМК Мякишев и Кабардин-Орлов-Эвенчик. Значит, давайте посмотрим, какие же выводы сделаны о характере изменения количества участников ЕГЭ по физике. Значит, сравнительный анализ количественного состава участников ЕГЭ по физике за последние годы показал, что по сравнению с предшествующими годами произошло некоторое снижение доли участников экзамена по общему количеству участников, хотя по-прежнему физика остается в числе самых востребованных среди выпускников предметов по выбору. Традиционно повышенный интерес к физике проявляют юноши, что подтверждает процент их участия в сдаче экзамена. Значит, более 95% участников ЕГЭ — это выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования. Количество выпускников прошлых лет, изъявивших желание сдавать физику в 2020 году, составило 4,5%, что меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в позапрошлом. 0,31% участников ЕГЭ — это выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. И мы уже с вами смотрели, у нас есть участники с ограниченными возможностями здоровья. Следующий.
Значит, каковы же основные результаты ЕГЭ по предмету? Диаграмма, вот на диаграмме у нас здесь показано, что именно по тестовым баллам вы видите, что 34 человека – это те, кто получили от 90 до 100 баллов, 60 – это 80-89, 70-79 баллов 65, от 60 до 69 – 106, от 50 до 59 – 241, ну и большее количество человек от 40 до 49 баллов, это 324. Следующий. Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года. Опять же, можем с вами посмотреть и сравнить. Вы видите, что не преодолели минимального балла, ну, в процентах смотрим, значит, показатель снизился. Если в 2018 году это было 49%, в 2019 – 50%, то в 2020 это уже 46%. Средний тестовый балл мы видим, что немножечко, но он все-таки тоже повысился. Получили от 81 до 99 баллов, как бы количество человек тоже повысилось, ну и 100 баллов, ну, их не всегда бывает много. В 2020 году их 2, но как бы в 2019 году было 4. Ну, это самые лучшие из лучших. Далее, результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки. То есть в разряде категории участников ЕГЭ. То есть мы здесь видим выпускников текущего года, это обучающиеся по программам среднего общего образования. Это выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Опять же, выпускники прошлых лет и участники ЕГЭ с ОВЗ. Что же мы видим, да, в первой графе? Выпускники, обучающиеся по программам среднего общего образования. Видим, что доля участников, набравших балл ниже минимального, более 4%. Доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов в школах, более 69%. Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, более 17%. И доля участников, получивших от 81 до 99 баллов, более 8%. Посмотрим, каковы результаты обучающихся по программам среднего профессионального образования. Доля участников, набравших балл ниже минимального, 0, получивших до 60 баллов, более 66%. Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, 0, ну и от 81 до 99 более 33%. Выпускники прошлых лет. Минимальное количество баллов получило более 15% выпускников. До 60 баллов получили более 70% выпускников. От 61 до 80 более 11%. И от 81 до 99 более 2%. Участники ЕГЭ с ОВЗ ниже минимального 0%, до 60 баллов более 66%, от 61 до 80 более 16%, от 81 до 99 более 16%. Следующий. Давайте посмотрим в разрезе типов, значит, образовательных организаций. Значит, здесь у нас представлено СОЖ с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи, лицеи-интернаты, гимназии-интернаты, СОЖ и кадетские школы. Что мы видим? Уже результаты не буду повторять, вы можете их увидеть на слайде. Они представлены в таблице. Я прошу вас, когда вы получите данную презентацию, обязательно ее изучить, ну и рассмотреть на своих методических объединениях. Ну и далее мы с вами видим основные результаты ЕГЭ по физике в сравнении по АТ. То есть здесь представлен каждый муниципальный район, городской округ. И здесь также представлено, в каком из районов, городов
какой процент получивший ниже минимального до 60 баллов, от 61 до 80 баллов и так далее. Также прошу вас обратить на это внимание. Сейчас мы посмотрим перечень образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по физике. Значит, обратите внимание, что доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальное значение по сравнению с другими образовательными организациями республики. И доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет минимальное значение по сравнению с другими образовательными организациями республики. Здесь мы видим с вами перечень. Следующий тоже покажите, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич. Значит, вы здесь можете уже в дальнейшем, когда получите презентацию, увидеть свои образовательные организации, посмотреть результат, сравнить свои результаты. Также на следующем слайде у нас представлены организации, получившие низкие результаты ЕГЭ. Значит, я прошу вновь обратиться к данной статистике. Да. Мы понимаем, что уже с сентября месяца началась подготовка к государственной итоговой аттестации. Она должна проходить ежедневно, подготовка должна идти с обучающимися родителями, с педагогами ежедневно. И, наверное, должны быть приняты какие-то еще дополнительные управленческие решения со стороны руководителей образовательных организаций, более, может быть, контроль усиленный за подготовкой именно к государственной итоговой аттестации, чтобы повысить свои результаты. Здесь вы тоже можете посмотреть, какие баллы. Ну и здесь небольшие выводы. Также после каждого раздела вы можете здесь увидеть выводы, о которых я, в принципе, уже сказала, когда мы рассматривали сейчас результаты. Однако в конце вот такие выводы, чтобы не искать в таблице, с кем-то сравнивать себя, а именно конкретно уже посмотреть. Значит, средний тестовый балл по республике Коми по физике составил более 53%, что свидетельствует о повышении данного показателя по сравнению с предшествующими годами. 4,7% участников ЕГЭ по физике не набрали минимальное количество баллов. Более 8% участников получили от 81 до 99 баллов. Однако число участников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Пик среднего тестового балла в большинстве муниципальных образований республики находится в пределах от 40 до 50 баллов, что больше значения в 36 баллов от минимального количества, установленного в 2020 году и необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата. Более 24% участников набрали средний тестовый балл в пределах от 50 до 60 баллов. Значит, следующий, давайте посмотрим. Далее на анализ результатов с учетом типа общеобразовательных организаций показал, что доля участников, набравших балл ниже минимального, пропорциональна уровню подготовки в соответствующей образовательной организации. И вы видите результаты, да, средняя школа более 4%, гимназии 0, лицеи 0,96%, лицеи-интернаты 0. То есть результат объективно зависит от количества часов, отведенных на изучение предметов в соответствии с соответствующей образовательной организацией. Также закономерность прослеживается при анализе результатов участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов. То есть в целом наблюдается сохранение доли участников, получивших тестовый балл от минимального до 60.
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов, еще раз подтверждает, что на результаты ЕГЭ влияет как количество часов, отведенных на изучение предмета, так и профориентационная направленность. То есть мы здесь видим именно лицеи, средние школы с углубленным изучением предметов. Ну и сравнение результатов ЕГЭ по физике по АТ свидетельствует о том, что в 17 муниципальных образованиях республики есть участники ЕГЭ, получившие от 81 до 100 баллов. А в 2019-2018 годах лишь в 12 муниципальных образованиях были участники ЕГЭ по физике, получившие высокие баллы. Значит, самые высокие результаты по физике в 2020 году продемонстрировали выпускники физико-математического лицея. Видите результаты. Значит, лицея при СГУ, также муниципальные районы Троицко-Печорский, Усинск, СОЖ села Усть-Кулом, Сыктывкар. Значит, один выпускник в Сыктывкаре получил 100 баллов. Воркута один выпускник получил 100 баллов. Можно говорить о том, что изменение экзаменационной модели, которая действует с 2017 года, то есть это отказ от заданий с выбором ответа, не привело к увеличению сложности экзаменационной работы. Участники ЕГЭ адаптировались к новым формам заданий, не испытывали серьезных трудностей, значит, в новых технологических рамках, и общее повышение показателей ЕГЭ позволяет говорить о положительной динамике учебных достижений участников ЕГЭ по физике, росте качества базовой подготовки выпускников по предмету. Ну а для ЕГЭ по физике значимым является и диапазон от 61 до 100 тестовых баллов, который демонстрирует готовность выпускников к успешному продолжению образования в организациях высшего образования. В 2020 году эта группа выпускников увеличилась по сравнению с предыдущими 2 годами. И эти результаты свидетельствуют о повышении качества обучения физики. Так, следующий раздел у нас называется «Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий». Я тоже прошу вас, чтобы вы внимательно изучили, потому что достаточно большой представлен анализ, большой материал. И посмотрите, пожалуйста, буквально краткая характеристика КИМ по учебному предмету. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из 2 частей, включал в себя 32 задания, различающиеся формой и уровнем сложности. Часть первая содержала 24 задания с кратким ответом, из них 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или 2 чисел, 11 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Часть вторая содержала 8 заданий, объединенных общим видом деятельности, то есть решение задачи. Из них 2 задания с кратким ответом и 6 заданий, для которых необходимо было провести развернутый ответ. В 2020 году сохранены структура и содержание КИМ по физике. В кодификатор элементов содержания по физике и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ внесены дополнения. На основе федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего полного общего образования по физике, базовый и профильный уровни, приказ Минобразования России номер 1089 от 5 марта 2004 года, где расширен последний раздел перечня элементов содержания проверяемых на ЕГЭ по физике. Задания, сконструированные на содержание темы элементы астрофизики, были включены в КИМ ЕГЭ в конце части номер 1 экзаменационной работы на позиции 24. В этом задании на множественный выбор необходимо было выбрать все верные утверждения из 5 предложенных. Задание 24, как и другие аналогичные задания в экзаменационной работе, оценивается максимально в 2 балла, если верно указаны оба
элемента ответа и в 1 балл, если в одном из элементов допущена ошибка. Порядок записи цифр в ответе значения не имеет. Как правило, задания имели контекстный характер, то есть часть данных, необходимых для выполнения задания, приводилась в виде таблицы, схемы или графика. Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий экзаменационной работы увеличился с 52 до 53. Следующее. В экзаменационной работе контролируется элементы содержания из следующих разделов, ну или тем курса физики. Это механика, молекулярная физика, электродинамика и основы СТО, квантовая физика и элементы астрофизики. Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержанию, содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. Вот как раз вы в ниже следующей таблице можете видеть распределение заданий по разделам, темам курса физики. Задания части 2 проверяют, как правило, комплексное использование знаний. Так, следующее. Так, немножко здесь не увижу сейчас. Задания базового уровня включены в первую часть работы, то есть это 19 заданий с кратким ответом, из которых 15 заданий с записью ответа в виде числа или слова, и 4 задания на соответствие или изменение физических величин с записью ответа в виде последовательности цифр. Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной работы, то есть 5 заданий с кратким ответом части 1, 3 задания с кратким ответом и одно задание с развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умение решать задачи на применение 1-2 законов, формул по какой-либо из тем школьного курса физики. 4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из 2-3 разделов физики, то есть высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных заданий разной трудности позволяет дифференцировать учащихся при отборе в вузы с различными требованиями к уровню подготовки. Значит, далее вы можете посмотреть, я уже не буду останавливаться, ответы на задания с кратким ответом, то есть обрабатываются автоматически после сканирования бланков ответов. Здесь вы можете посмотреть, значит, процент выполнения задания в нашем регионе, внимательно изучив именно по содержанию, и посмотреть, как справились наши обучающиеся. Следующий. Далее вы можете увидеть, значит, в экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности, базового, повышенного и высокого уровней. Здесь вы тоже можете посмотреть, какие задания были базового уровня, какие повышенного уровня и так далее. Так. Так, давайте дойдем до анализа выполнения заданий базового уровня экзаменационной работы. Спасибо. Значит, анализ выполнения заданий базового уровня экзаменационной работы позволяет выделить группы заданий, характеризующих наиболее успешно освоенные элементы содержания курса физики, а также вызывающих заметные затруднения у участников экзамена. Значит, в соответствии со спецификацией КИМ ЕГЭ по физике результат выполнения каждого из 21 заданий базового уровня ожидался в пределах 60-90%.
Первая группа представлена наиболее успешно выполненными, то есть это более 70% участников. Номер 1 по теме «Равномерное движение», номер 3 по теме «Закон сохранения энергии», номер 10 по теме «Влажность воздуха» и номер 23 по теме «Законы постоянного тока». Основанием для объединения заданий во вторую группу является средний процент выполнения от 40% до 60%, то есть ниже коридора ожидаемой решаемости. Это задание 13 по теме «Электростатика, магнитное поле», номер 14 по теме «Электростатика, электрический ток» и 18 по теме «Специальная теория относительности». Также 24 по теме «Астрофизика». К сожалению, в 2020 году встретилось задание базового уровня, средний процент выполнения которого участникам ЕГЭ в республике составило менее 40%. Это задание номер 4 по теме «Колебания и волны». Анализ выполнения заданий повышенного уровня экзаменационной работы. 7 заданий повышенного уровня сложности были включены в обе части КИМ и представлены в разной форме. В первой части содержались задания на соответствие и интерпретацию результатов опыта, то есть номер 5, 11, 16 в части 2 – это расчетные качественные задачи. Номер 25, 28 в соответствии со спецификацией КИМ ЕГЭ по физике результат выполнения каждым из 7 перечисленных выше заданий ожидался в пределах 40–60%. Анализ показывает, что выше ожидаемых пределов, то есть выше 60%, находятся результаты выполнения заданий номер 5 по теме «Механика». В 2020 году, так же как и в 2018 и 2019 годах, наблюдается рост качества выполнения заданий повышенного уровня. В ожидаемых пределах 40–16% находится результат выполнения задания номер 16 по теме «Электродинамика». И качественные задачи номер 28, значит, механика, молекулярная физика. Ниже коридора ожидаемых результатов, то есть это менее 40%, КАФИ в 2019 году выполнено следующее задание. Это номер 25, молекулярная физика. И номер 26, электродинамика, квантовая физика. Результаты вы тоже видите. Статистика показывает, что расчетные задачи из заданий повышенного уровня во второй части экзаменационной работы выполнены на более чем 35%, то есть это задание номер 25. 26-е задание более 14%, задание 27 более 9%. Это несколько хуже, чем выполнение этих же задач в 2019 году. Следующий, пожалуйста. Также, так как основными дефицитами в обучении, выявленными по результатам ЕГЭ, являются решения качественных задач, то остановимся на особенностях обучения решению качественных задач. Как правило, в любой качественной задаче рассматривается один или несколько процессов. Решение такой задачи представляет собой доказательство, в котором присутствует несколько логических шагов. По сути, каждый логический шаг — это описание изменений физических величин, происходящих в данном процессе, и обоснование этих изменений. Обязательным является указание на законы, формулы или известные свойства явлений, на основании которых были сделаны заключения о тех или иных изменениях величин или характеристик. Значит, общий план решения качественных задач состоит из нескольких этапов. Это работа с текстом задачи, анализ условия задачи, выделение логических шагов в решении задачи, осуществление решения, построение объяснения для каждого логического шага, выбор и указание законов, формул, формулировка ответа и его проверка. В процессе обучения решению качественных задач целесообразно использовать вопросный метод. При этом для каждого логического шага объяснения доказательства в самом общем случае можно задавать следующие вопросы. Что происходит, почему происходит, чем это можно подтвердить, на основании какого закона, формулы, свойства сделан вывод.
Такой вопросный метод решения качественных задач учит тщательно анализировать физическую ситуацию и делать обоснованные выводы с опорой на изученные законы и закономерности. Для ситуации конкретной задачи перечень вопросов может меняться. Например, первый вопрос может разбиваться на несколько подвопросов. Но эти базовые вопросы помогут не совершать ошибок при выстраивании объяснения, не пропускать логических шагов и всегда давать указания на используемые законы и формулы. Анализ работ участников ЕГЭ по решению качественных задач показывает, что основными ошибками как раз и являются либо пропуск части логических шагов, либо формулировка тех или иных выводов без основания, то есть без ссылок на законы и формулы. Ну и далее вы можете посмотреть самостоятельно, уже тоже не буду останавливаться, у нас достаточно много сегодня выступлений. Далее вы сможете посмотреть анализ выполнения заданий высокого уровня экзаменационной работы. Так, еще мы с вами посмотрим. Так. Тут вы можете даже посмотреть по каждому, по некоторым заданиям, да, конкретно, что нужно сделать, чтобы более качественно подготовить ребят. Ну и немножечко остановлюсь на выводах об итогах анализа выполнения заданий. То есть анализ результатов позволяет говорить об усвоении следующих элементов содержания и умений участниками ЕГЭ по физике, которые преодолели минимальный пороговый балл. Сила трения, генетическая энергия, механика, то есть изменение физических величин в процессах на примере математического маятника, механика, интерпретация результатов опытов, представленных в виде графика в зависимости проекции скорости от времени, механика, изменение физических величин в процессах на примере движения спутника Земли, первый закон термодинамики, термодинамика, интерпретация цикла из-за процессов, представленных в виде графиков, термодинамика, изменение физических величин в процессах, происходящих в тепловом двигателе, принцип суперпозиции электрических полей, электродинамика, наклонная модель ядра и закон радиоактивного распада. Значит, вызвали значительные затруднения группы заданий, значит, средний процент выполнения которых менее 60% базового уровня и менее 40% повышенно, которые определяли усвоение следующих элементов содержания и умений. Это равномерное прямолинейное движение, его относительность, механика, связь температуры со среднеквадратичной скоростью движения молекул газа, расчет удельной теплоты плавления по графику, закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, колебательный контур, электродинамика, квантовая физика, механика. Проблемами остаются элементы содержания, изучаемые преимущественно на профильном уровне. Ну и, уважаемые коллеги, значит, какие же рекомендации, значит, вышли для системы образования Республики Коми? Совершенствование организации методики преподавания предметов в Республике Коми на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. Контрольно-измерительные материалы геопофизики соответствуют действующим образовательным стандартам, построенным на основе деятельностного подхода в обучении. Они ориентированы на проверку умений применять теоретические знания на практике, а также ряда специфических предметных и общеучебных умений. Количество заданий репродуктивного характера минимально. Подавляющее большинство заданий проверяет не столько знание закона или формулы, сколько понимание механизмов, процессов, функциональных зависимостей между величинами. В связи с этим актуальной становится постоянная рефлексивная деятельность учителя с целью установления соответствия реального учебного процесса требованиям образовательного стандарта
как в части его содержания, так и в части организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. Таким образом, основное условие успешной подготовки к ЕГЭ – это целенаправленная, системная, регулярная и осмысленная работа школы в реализации в учебном процессе ключевых идей и базовых требований образовательных стандартов. Второе. Фундамент для формирования проверяемых КИМ ЕГЭ умений закладывается в основной школе и постепенно надстраиваются в течение всех лет изучения физики. Натаскать выпускника в течение ограниченного времени на решение задач высокого уровня сложности практически невозможно. Поэтому повышение качества физического образования невозможно без осознания важности и ответственности работы учителя на начальном этапе изучения физики в основной школе. Так, ну и каковы же рекомендации? КИМ ЕГЭ по физике в целом, а особенно задания высокого уровня сложности, строятся на базе профильного курса физики с учебной нагрузкой не менее 5 часов в неделю, а его освоение является залогом успешного продолжения обучения в инженерно-техническом вузе. Результаты выполнения второй абитуриентской части экзаменационной работы ЕГЭ показывают, что только незначительный процент сдававших экзамен по физике освоили решение задач на применение знаний в измененных и новых ситуациях и полностью готовы к обучению в соответствующем вузе. Это говорит о том, что большинство участников ЕГЭ по физике в Сыктывкаре, так и в целом республике, не имеют возможности полноценного изучения курса физики профильного уровня. Успешность решения качественных задач зависит не только от глубины понимания физических процессов, описываемых в задании, но и от сформированности умения выстраивать обоснованные рассуждения. На каждом уроке должны присутствовать качественные задачи, от простых вопросов, требующих одношаговых ответов, до сложных задач с многоступенчатым обоснованием на основании нескольких законов или явлений. При этом необходимо использовать как письменные формы ответов, так и устные. При работе с самой слабой группой целесообразно сосредоточиться на базовом курсе физики, особо выделяя наиболее значимые элементы, то есть законы сохранения в механике, законы Ньютона, первый закон термодинамики и так далее, и добиваться их устойчивого освоения. Для обучающихся, относящихся к группе 2, повторение всех элементов курса физики на базовом уровне сложности целесообразно сочетать с дополнительной математической подготовкой. Это позволит им более уверенно чувствовать себя при выполнении заданий с математическими расчетами и ответами в виде числа. Для группы 3 необходимо акцентировать формирование умения решать типовые расчетные задачи повышенного уровня сложности и выбирать посильные для решения задачи высокого уровня. Для наиболее подготовленных выпускников акцентом должно стать решение задач с неявно заданной физической моделью, в которых необходимо требовать обоснования хода решения. Считаем важным, что на курсах повышения квалификации учителей физики рассмотрение вопросов методики решения качественных задач и задач повышенной и высокой сложности, так как многих экзаменуемых эти задачи вызывают большие затруднения. Каковы рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников? Возможные направления повышения квалификации. Это анализ итогов ЕГЭ 2020 на территории республики по учебному предмету физика. Это анализ типичных ошибок, допущенных участниками ЕГЭ 2020, планирование работы по их ликвидации, обмен опытом работы и распространение успешного опыта обучения школьников учебному предмету физика и подготовки выпускников государственной итоговой аттестации. Ну и здесь представлена ссылочка, это адрес размещения в сети интернет настоящих рекомендаций для системы образования Республики Коми. Ну и дальше вы можете увидеть 2 слайда или один
Здесь уже представлены семинары, которые проходят уже с сентября месяца. Вы можете ими воспользоваться. В принципе, мы отправляем все письма и по курсам повышения квалификации, и по семинарам, и по вебинарам, и заседаниям республиканских методических объединений, где рассматриваются результаты и подготовка государственной итоговой аттестации, в том числе по учебному предмету физика. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы уже, в принципе, у нас уже первое полугодие завершается. Я думаю, что у вас уже активно идет подготовка государственной итоговой аттестации по физике, поэтому хочется вам пожелать успехов, чтобы вы не болели, берегите себя, и чтобы ученики ваши все хорошо и отлично сдали экзамен по физике. Спасибо. Спасибо большое. Анжелика Васильевна, спасибо вам большое за такой подробный доклад. Все достаточно ясно. И всего лишь часть подсказывает Анжелика Васильевна была озвучена, поэтому с данной презентацией можно будет ознакомиться, она будет выложена, поэтому на своих заседаниях вы также можете провести работу. Спасибо вам большое. Мы продолжим с вами работу по второму вопросу. Это информационная платформа «Навигатор ГИА». Я попрошу открыть сайт. Уже достаточно постараемся быстро и вкратце представить информацию. Итак, у нас Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки создала, так можно сказать, навигатор государственной итоговой аттестации. Всем вам знакомый сайт ФИПИ, на котором мы можем найти нужную, важную информацию, в том числе и банк заданий для подготовки, в том числе и рекомендации по работе с нашими учениками. Да? Поэтому теперь навигатор ГИА доступен еще и на данном сайте. Здесь, если мы посмотрим по навигатору, зайдите, пожалуйста, в навигатор ГИА, первая вкладочка. Она есть, да? Вот внизу материалы для подготовки к ЕГЭ. Здесь у нас с левой стороны представлено меню, по которому вы можете перейти либо быстро на сайт ФИПИ и ознакомиться с материалом, который там представлен, и он вам уже, в принципе, известен, потому что в ФИПИ в любом случае мы пользуемся всегда для подготовки как к занятиям, к урокам, так и для домашней самостоятельной работы. Следующий пункт меню называется «Материалы для подготовки к ОГЭ». Точно так же с левой стороны у нас есть меню, банк заданий, порядок проведения, рекомендации, демо-версии, все, что вам опять же знакомо, здесь все собрано, и все ссылки здесь представлены. Более какая-то новая информация здесь также автоматически пополняется и дополняется. Ну и последнее – это материалы для учителей. Здесь есть материалы, которые могут вам понадобиться при разработке и подготовке к занятиям. Поэтому по основной части, по навигатору ГИА будет время, пожалуйста, ознакомьтесь, рассмотрите, может быть, для себя что-то интересное здесь дополнительно возьмете, подчеркнете. Ну а я в качестве экономии времени вашего хочу предложить слово Рубцовой Светлане Валерьевне. Можно закрыть презентацию, да, у вас? Да. Учитель физики школы номер 18 города Сыктывкара. Пожалуйста. Да, мне, пожалуйста, презентацию надо открыть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу вас познакомить из опыта своей работы, как мы готовимся к экзамену по физике. К сожалению, всех тех часов, которые предлагаются для выполнения высокого уровня задач, у нас недостаточно, поэтому мы выкручиваемся как можем. ГИА становится базовым элементом системы оценки качества образования, изменяет содержание учебного процесса, модифицирует формы и методы текущей оценки учебных достижений учащихся, влияет на механизмы контроля. Поэтому подготовка ГИА требует нового комплексного подхода, объективные знания, работа с текстами, правильная психологическая подготовленность, умение справляться с волнением. Можно мне мышку? Да, я.
Залогом успешной сдачи экзаменов по физике по-прежнему является полноценное физическое образование, предполагающее выполнение в полном объеме требований в ГОС. Многолетний опыт показывает, что практика специального предэкзаменационного натаскивания выпускников на сдачу экзамена без системного изучения учебного предмета обречена, в принципе, на весьма ограниченный успех. Сегодня нам на уроках физики необходимо при минимальном количестве учебных часов дать достаточный объем информации, чтобы гарантировалась полнота усвоения главного. Более целенаправленно на уроках и дома внедрять задания, отражающие разные виды деятельности учащихся, которые они должны освоить в ходе изучения физики. От умения воспринимать информацию, представленную им в разных видах, до умения использовать физические понятия. А также необходимо научиться решать физические задачи. В физике у нас нет алгоритмов и также готовых рецептов. Каждая задача уникальна и требует своего особенного подхода. Но прежде всего, конечно же, необходимо понимать теорию. Поэтому первое, к чему следует подготовиться, это постепенное освоение теории всего либо 3, либо 5-летнего школьного курса физики. В данных рекомендациях исходим из того, что системная подготовка к экзамену за курс и основной, и старшей школы начинается с самого начала изучения физики, то есть с первых уроков. При обучении решению задач высокой степени сложности важны не только знания соответствующего учебного теоретического материала и умение применять его в простейших ситуациях, но понимание и знание метода решения. Это последнее напрямую связано с умением проводить мыслительные операции высокого порядка. Отсюда следует, что при предъявлении учащимся образцов решения той или иной задачи главное внимание следует уделять качественному анализу ситуации и тщательному построению рассуждения. Для более успешного усвоения знаний предлагаю учащимся работу с текстами. Современные дети у нас мало читают, либо читают очень поверхностно, а также испытывают трудности в понимании и запоминании прочитанного. Поэтому обучение школьников в прямом понимании текста надо рассматривать как особую психодидактическую задачу. Процесс чтения, состоит из 3 фаз: восприятие текста, извлечение смысла, а также создание собственного нового замысла. Нашим методистам Центра развития образования Кореневой Ларисой Борисовной создана целая серия универсальных учебных материалов по физике, чем учителя города Сыктывкара пользуются. Также создают новые универсальные учебные материалы для своей работы. Я вам хочу показать один пример одной темы, как изучается при помощи этих универсальных учебных материалов. Тема «Равнодействующая сила», и урок начинается из жизненной задачки. Наступила зима, в квартирах холодно, и нужно узнать, у кого же из родителей будут сильнее мерзнуть по ночам пятки, при условии, что оба родителя тянут на себя одеяло. Ребятки решают, но при этом делятся на 2 типа. На учеников и мастеров, то есть дети, те, которые считают себя еще учениками и хотят научиться чему-то, у них недостаточно знаний, получают лист ученика. Дети, которые считают себя достаточно уже продвинутыми в области физики, да, и они получают лист мастера. Но при этом они все имеют перед собой учебник с параграфом соответствующим и по ходу чтения заполняют свой лист по заданной схеме. То есть задания, мы видим, отличаются. Для листа ученик мы видим, что все-таки он более уже заполнен, и уже по смыслу можно догадаться, что хотят получить в результате наши учителя, либо дети, которые изучают данный материал. Для продвинутых уже учеников, для мастеров, практически ничего нет, соответственно, они, читая учебник, читая параграф, имея текст перед собой, создают схему самостоятельно. При этом оба листа идут с оценками. После чтения, естественно, происходит следующая работа, когда уже решают задачи на том материале, который они получили. Естественно, ученик получает дополнительные подсказки, а мастер уже этих подсказок, конечно же, не получает. Он просто выполняет те задания, которые прописаны для него специально. Ну и в ходе работы ребенок работает и с текстом, и получает знания, которые он добывает самостоятельно. За последние годы в КИМ существенно увеличилось количество заданий на установление соответствия между множествами и на множественный выбор.
Варианты ответов, предложенные в подобных заданиях, можно использовать, ну, я, в принципе, так делаю, для выявления типичных ошибок, которые допускают учащиеся. При этом важно провести обсуждение типичных ошибок, выявить их конкретные причины, что позволит провести необходимую коррекцию знаний и умений учащихся. На консультативных занятиях даю такого типа задания учащимся и предлагаю объяснить, рассуждая, почему же получается тот ответ, который, по мнению ученика, является правильным. Более того, постоянно требую от учеников обоснования своих действий и проведения рассуждений, так как без этого он не сможет записать свои рассуждения на экзамен. Поэтому подготовка к ГИА в качестве обязательного элемента включает в себя формирование читательской грамотности и грамотной устной речи. Очень полезной является процедура самостоятельного конструирования учащимися заданий, соответствующих по структуре тем, которые представлены КИМ. Это отдельная, самоценная творческая работа, позволяющая в какой-то мере восполнить дефицит заданий с использованием новых структурных моделей. Для запоминания законов, формул, выводов почти всегда на уроках обобщающего повторения использую такую форму работы, как составление заданий по изученной теме. Ребята сами составляют задания, такие как выбор 2 правильных утверждений из списка предложенных, нахождение ответа из текста задачи или решение качественной или расчетной задачи. Такие учащиеся ребята воспринимают на ура и с удовольствием работают. Такие уроки получаются продуктивными или более продуктивные, если они поставлены парами. На первом уроке идет составление заданий группами учащихся, а затем отработка заданий на других группах. То есть за урок учащиеся и составляют задания, а также прорешивают задания таких же типов, составленными другими группами учащихся. После этого предлагается проверить работу всех участников на правильность выполнения. На таких уроках школьники еще не только учатся правильно читать, но и правильно писать физические задания, что приводит к правильному чтению заданий из тренировочных экзаменационных работ. Традиционно многие ошибки обусловлены отсутствием элементарных математических умений, связанных с преобразованием математических выражений. Соответственно, на уроках физики решение этой проблемы для нас, учителей физики, невозможно без регулярного включения в канву урока элементарных упражнений на отработку необходимых математических операций. Хотим этого или нет, математика у нас идет рядом, без нее мы не сможем решать физические задачи. Особое внимание на своих уроках уделяю формированию у учащихся методологической культуры решения расчетных физических задач. Этот вид деятельности является одним из наиболее важных для успешного продолжения образования. Фундамент для формирования таких умений закладывается в основной школе и постепенно надстраивается в течение всех лет изучения физики. При подготовке к экзамену, безусловно, использую задания из открытого сегмента банка заданий ФИПИ. Кроме этого, использую Google форму, где создаются задания не только мной, но также группами учащихся, которые наиболее интересными у нас в результате этих работ групповых получаются, а также образовательные ресурсы онлайн-школы Фоксфорд и сайта, нашего любимого сайта «Сдам ГИА». Ну и кроме этого, нам очень необходимо психологически поддерживать ребят. Многим из тех ребят, которые хотят сдавать или сдают, или будут сдавать в будущем, физика дается очень трудно. Их нужно убеждать, что только систематическая работа приведет их к успеху, и что в один прекрасный момент вдруг обнаружится, что задачки в принципе все решаемы. И главное – сжать зубы, терпеть и работать. Я вас познакомила с некоторыми аспектами своей работы. Естественно, это не все типы работы, которые я веду при подготовке ГИА. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Валерьевна. Светлана Валерьевна сегодня выступила, показала опыт работы по подготовке ГИА как учитель физики школы города Сыктывкара. Также она на сегодняшний день у нас является и председателем Республиканского методического объединения учителей физики и астрономии. Но в этом году получилось так, что у нас большая часть мероприятий, которая была проведена, все-таки была посвящена физике. Постараемся, конечно, на следующий год также затронуть темы, касаемо предмета астрономии. На сегодняшний день это точно важно и точно нужно. Вопросов, насколько я вижу, у нас в чате нет. Есть вопросы?
Вопросов. Будем рады ответить на ваши вопросы. Можете нам писать. Наши контакты есть. Можно задавать вопросы. Если у вас возникают какие-то предложения по проведению конкретных тем на Республиканском методическом объединении, конечно, мы будем рады эти темы осветить. Если вы также желаете поделиться опытом работы со своими учащимися, то, конечно, мы будем рады также и представить вас к повестке дня заседания. Вопросы есть? Нет? Все, спасибо вам большое, спасибо за внимание, будем всегда на связи, благодарим за работу, до свидания.